Ну что, друзья, всем привет! Мы добрались до реки Лена. И в этом выпуске передачи «Испытано на себе» вас ожидает, я даже не знаю что, потому что сейчас, когда мы выгружаем только лодки и собираемся выехать, я не знаю, что нас ждет впереди, но, тем не менее, я думаю, что будет очень интересный выпуск, так что не будем ничего загадывать, просто смотрим. Поехали. Наше путешествие только в начале проходит на автомобиле. Основной путь мы проделаем на лодках ПВХ. Одно из преимуществ ПВХ лодок – возможность перевозить как на лодочном прицепе, как обычные лодки, так и в сложенном виде. В обоих случаях есть также свои плюсы и минусы. Из плюсов перевозки в готовом состоянии – то, что вы не тратите время на сборку, разборку лодки и укладывание вещей. Из минусов – дорожная пыль, грязь, мелкие камни, нагруженность транса от колебаний навесного мотора. К плюсам перевозки в собранном виде можно отнести компактность, улучшенная маневренность, защищенность от грязи, соответственно, перевозка на более дальние расстояния, в том числе по бездорожью и по лесным дорогам. К минусам относятся увеличенное время на подготовку лодки к отплытию и, что самое главное, долгая упаковка лодки и вещей, что особенно ощущается после длительных походов. У нас было два комплекта. Новинка сезона лодка Sea Brewer GT 480 и прямоток GVO и классика мелководья Выдра 600 со стандартной водометной насадкой. Так, дно накачали 0,35, да? За 6 минут, да? Так, друзья, ну перед сезоном напоминаем, что нельзя качать сразу баллон до максимального рабочего давления. Нужно сначала подкачать все баллоны, а потом уже добивать. Все из-за переборок, которые находятся между баллонами. Это чревато последствиями. Так, корзины под РВ-боксы тоже нужно, соответственно, успеть поставить до тех пор, пока баллон не надулся. Как видите, здесь такие крепления, у меня немного другие. В среднем где-то минут 20-23, чтобы накачать. Конечно, среднее время накачки лодки зависит от ее длины и параметров насоса. В целом, если маленькую лодку не составляет проблем накачать ножным насосом, то на 6-метровую лодку у вас ушла бы вечность. Я знаю, о чем говорю, в свое время проводил эксперименты с разными насосами. И если, например, самым мощным насосом лодку накачивалась в течение 7 минут, то ножным на это ушло полчаса. В общем и целом, самый оптимальный вариант – это электронасос с возможностью добивки до рабочего давления. То есть, по сути, работают два насоса в одном. Один нагоняет объем воздуха, далее подключается второй, который доводит баллон до рабочего давления. Мы подготовили лодки, поставили машины на стоянку и выдвинулись в долгий путь. Погода стояла отличная, светило солнце, на реке был штиль, и с каждым новым километром нарастало волнение и ожидание чего-то интересного и незабываемого. Где пришвартуется? О! Ой. Чё себе? Смотри, это Жека, собаки. Ой. Не удержал, да? Летите? Зачем ты здесь?
Его охренеть съебал. Нормально там? Задавило его. Задавило его там. Вы куда? Так, ну что, как видите, на реке Алдан высокий уровень воды. Очень много мусора. Наш более чем 12-часовой путь на сегодня завершился. Мы добрались до базы устья горной реки, на которую завтра мы планируем подняться. Вот наши аппараты. Хочу сразу с вами поделиться первыми впечатлениями от прямотока GVO, который установлен на этой лодке. Про лодку мы тоже чуть попозже, надо ее понять, непосредственно на горной реке. Но в целом по большой воде прямоток в целом идет неплохо. Единственный вопрос возникает по топливу. По топливу расход у него, ну если, допустим, стандарт для водомета это 0,5 литра на километр, то тут, по-моему, что-то около 0,8. На момент, когда мы прошли 135 километров, у нас ушло уже около 90 литров. В общем, завтра мы посмотрим, как она идет, как ведет себя на горной реке. Ну, загрузка, надо сказать, в этой лодке достаточно большая. То есть нас двое и полная лодка вещей. Еще мало как бы информации для того, чтобы сделать какие-то выводы, но тем не менее прямоток привез нас сюда. Выдра шла на винте, там расход, конечно, гораздо меньше. Сейчас то время, когда, во-первых, вода большая, ночью, утром, когда выходили на реку, было достаточно холодно, уже утеплились, приехали сюда, здесь жара, то есть на ходу это не ощущается особо. Сразу быстро все переоделись, и еще тут огромные комары. Огромные комары, с которыми я хотел попозже гораздо встретиться, но вышло, что это произошло сегодня. Фу. Ну что, сейчас немного отдохнем, покушаем. Перебрать вещи. Вещи я собирал вообще. То есть у меня там 3 сумки. Соответственно, все просто как бы так, что попало под руку, быстренько все собрал. Ну как быстро? В течение 2 дней свободное время, которого было очень мало. Поэтому сейчас есть достаточно времени, чтобы все немножко привести в порядок. Вот. Ну, впечатление, конечно, прям зашкаливает. Наконец-то лето. Наконец-то начался водный сезон, водомоторный. Ну, я думаю, хорошее начало. Первая часть нашего плана выполнена, мы добрались до базы. Сейчас нам предстоит на выдре поменять насадку. То есть мы снимаем винт и ставим водомет. Вот. Единственное, здесь сейчас идет процесс разворота. 6-метровая лодка. Из-за того, что здесь очень мало места, и вода очень высокая, очень большая. Сейчас Эдуард разворачивается. Ну, пока пробуем на веслах. Там вот есть сложность, что течение немного подбивает. Ну, думаю, все уже, в принципе, стал кормой. И сейчас подойдет к берегу. Собаки думают, что хозяин уезжает. Находится в воде. Все-таки течение достаточно сильное около берега для того, чтобы работать веслом. Потому что сейчас Эдуард подойдет на моторе. Нормально. Я вовремя выпустил, да? Комодного режима-то нету. Или в болотниках нету, да, Русь? Нормально. Раз. Так, раз. Подожди. Раз, два. Нет, он уперся этим. Плитами. Снимем сразу редуктор.
чтобы легче было. Да? Работать так. А, ну да. Потом проще будет снимать. И сейчас проще снять редуктор. Сколько у тебя съело за вот эти 150 километров? За 155 километров. Считаю, точно скажу. 20, 25. Первую стандартную 45? канистру 45. И с этой, ну, я думаю, что, наверное, где-то литров 15. 45? 60 литров. 60 литров. Это максимум. Мгм. А то литров, наверное, 55. Потому что канистра практически полная. Вот где мы последний раз останавливались, доливали. Но в целом, в общем, есть, конечно, огромный смысл на большие прогоны по большой воде идти на винте, Строго. а потом переодевать на... Вообще, безусловно. Даже вот эти вот потерянное время определенное и мучение вот это вот с надставкой транса. Сейчас мотор нужно демонтировать, снять, увеличить ранец, потом опять установить мотор, поменять насадку, снять редуктор, установить вот водометную насадку рядом с вами. Даже и то все это оправдано. В принципе, стоит того. Чисто из экономического эффекта. А, все, просто. Да? Комары как птицы. Иногда пролетают. На экране прям видно. А почему ты ее снимал? Или Потому что под ним болт крайний вот здесь вот стоит, который к редуктору. Интересно. Это у Ямахи Ноге. тогда? Это Ямахи. Да. Залечь. Пойдем. Так, пойдем, да? Что-то нет? Это... Не сломал. Поэтому не берите с собой, пожалуйста, энерговооруженные комплекты, мощные комплекты 115, там, Nexus готовились Mercury. Вот. Почему? Потому что 90% будут относить от миланский порог. Ну, представляешь, какие тяжести таскать? Да. Кроме бутера, бензина еще эти моторы сфоткать. И что, все-таки были такие, да? Да, конечно. И все, и там самую большую лодку, они самым тяжелым мотором, они его вообще ставили. Ставили. Да. Эдуард, вот у вас, допустим, как у опытного водометчика, на ваш взгляд, баланс мобильности, мощности, грузоподъемности, какой размер лодки для горных рек? Ну, с учетом мобильности даже. Ну вот яркий пример. Вот 600-й Алдан Выдра. Мы привезли его на прицепе собранный. И мотор обязательно, но более 700 кубов трехцилиндровый. Вот это вот предел. А так, в целом, золотая середина, это, конечно, 470-е моторы. 470-е лодки, не 700-кубовые моторы. Угу. Это вот, Где-то 40-ка, 50-ки, да? да. 40-ки, 50-ки, это вот самый предел. Ну, так как я в основном еще и часто бывает хожу один с собаками, поэтому для меня предел это 30-ка. 30-ка. Да, 525-й кубовый, 30-ка цилиндровая. Это Mercury, Yamaha, Suzuki раньше. А размер лодки? 420-й, 430-й. Угу. То есть этого достаточно, чтобы Одному. как бы потребности покрывать Да. по дальности, по грузоподъемности для одного человека, да? Для одного человека. А, как комплект эгоиста, да, называется? Да, ну комплект эгоиста чуть-чуть он все-таки смещен еще в меньшую сторону. В район 400-400. Помните, были такие 400-е модели. Вот 420-е, 380-е даже в основном. Я еще в начале нулевых, в середине нулевых ходил на 310-м салоне даже под 9,8. Вот. Вот это вот. Ну там больше, наверное, складных элементов, чем штурмов определенных. Ну да, такие спокойные реки, да?
Кстати, упрощает задачу, да? Такой шуруповерт. Или гайковерт? Гайковерт. Гайковерт. Вот, считай, 110 ньютон. Еще момент достаточно более чем. Перехватываемся, да? Не знаю. Так, если можно так поставить. Резьбу. Не прочистили. Нормально? Да? Ага. Слушай, ну то, что у него фиксации нет, то есть вручную надо фиксировать, да? Это плюс, по идее, на горных. Для водометчиков на горных, да, при ударах это плюс. А на этих, на Tohatsu Mercury сюда вот трубку обычно, да, вставляют? Ставят. Вот в эту часть. Фиксировалось. Такую пластиковую или резиновую трубку, чтобы не фиксировалась в поднятом И положении. откидывание максимально вверх. Бывает даже снимает полностью кронштейн со всей системой. Почему? Потому что он при откидке бывает как в нижнем положении защелкивается точно так же, как вверх. А, Так как у меня водометная насадка Z от старой Yamaha трехцилиндровой 30-ки, она в принципе подходит полностью, но для заказа вот этих быстросъемных плит, которые облегчают переход с винтового редуктора на водометную насадку, мне пришлось отправлять всю водометную насадку, всю улитку полностью с валом в сборе в Красноярск, в компанию «Рыболовная академия». Для того, чтобы они сделали на ЧПУ на станке, вырезали вот такие вот плиты быстросъемные. то есть это не завод, это не серийная. Это не серийная веусовская, А, от 40-й Yamaha. Это водометная насадка тоже средней серии, но там есть отличия в элементах крепежа. Ну, вот в этом сложность была, а так, в принципе, нормально все. Да. Единственное, что у нас есть маленькая проблема вот с этим технологическим отверстием, его сейчас нам нужно будет заглушить. угу. Вот. Мы сейчас просто тупо сюда чопик. Вот, Маленькая что забьем. оттуда идет вода, да? Оттуда поступает вода. Идет прям фонтанирует. Угу. Очень сильно. Шлицы не встали, да? Дома. То есть затяжка полностью финально идет руками. Да, руками. Чтобы чувствовать. Особенно все вот эти вот резьбовые соединения на нержавейке. Ручку резиновую. Раз. Реверс. Так, ну что, друзья, водометная насадка установлена, и лодка готова идти по горной реке. Так, уточнение, получается на винте 155 километров, 65 литров. Но оно так и всегда, я из расчета такого и делаю. 75 вверх, 70 вниз. Угу. Вот сейчас 7,65. Ну, это учитывая, что вода большая, мы много где срезали, да? Много где срезали. Но нужно опять же принимать внимание, что и течение там длительное. Течение сильнее, да?
Друзья, ну что, всем привет. У нас второй день нашей поездки. Я взял на эксперимент, у нас же передача испытана на себе, сухие носки. Даже нет, не сухие, а водонепроницаемые. Вот, носки вот такого плана. Они трехслойные. И прежде чем их надеть на себя, я хотел бы и вам, и себе показать, насколько они эффективны. Вообще они, может они вообще не работают. Поэтому сейчас распакую. Для примера возьмем вот этот один носок и положим в него ТБХ, туалетную бумагу. Так, для наглядности. Вот. Так, помещаю их вот в эту часть носка. И сейчас, не выключая камеру, попробуем проэкспериментировать. Кстати, да, вот рука у меня будет внутри. Так, камеру мне нужно будет сейчас снять с штатива. Так, и помещаем в воду. Такие. Рука, как видите, под водой. Ну, кстати, нет ни пузырей, и по ощущениям руки только прохлада. Скорее всего, все-таки работает. Сколько подержим? Ну, давайте еще секунд 10. А обычные носки уже бы полностью промокли. Так, таскиваем. Вот. И, соответственно, наш тестер, туалетная бумага, абсолютно, как видите, сухая. И рука тоже. Ну что, я думаю, хороший вариант. И как бы за это ругают часто наших туристов, что надевают носки вместе с сандалиями. Но именно так я сегодня буду ходить. Саша, прием. А мы тут ждем вас, стоим у берега с правой стороны. Ну что, мы сделали первую остановку, как выехали
Только попили чай, кофе. Сейчас немного позавтракаем. Покормим огонь. И двинемся далее. Остановились специально вот в таком месте, чтобы был хороший обзор, потому что места дикие, чтобы быть как бы начеку. Немного о наших собаках, которые с нами идут. Самый опытный пес Буран, ему 9 лет. Здесь у нас Алдана. Алдану дали на воспитание Бурану. И вот красавица Айза, молодая. Тоже, в принципе, Буран должен их научить, передать свой опыт. Эх. Помимо теста новой модели лодки и водометной насадки прямоточного типа, нашей целью было добыть медведя. Для этого у нас были все необходимые разрешительные документы и лицензии. Нахождение вдали от цивилизации, хождение по горной реке и по местности таит в себе немало опасностей. Поэтому по традиции мы кормим огонь, задабривая духа хозяина природы, покровителя охотников Байная, чтобы все прошло удачно. У меня поставленная традиция. Я даю чуть-чуть. Бура. Вот этому человеку. Вот этому члену команды. От способности, умения которого зависит очень много. Так, у нас техническая страничка, значит, давайте познакомимся поближе с прямотоком GVO. Вот так он выглядит. И обкатка прошла 10 часов, да? 10 часов. Рекомендация после обкатки сказали менять масло. Только самое вот интересное, да, вот и меня это очень напрягло. Оказывается, чтобы поменять масло, вот оно, вот это, вот сюда, смотрите. Да ладно. Вот пробочка. В смысле? Вот пробочка. А, да? И чтобы эту пробочку открыть, надо выбить все решетки. Ну или вот они говорят 3 штуки. Вот эти. Угу. Чтобы вытащить вот эту пробку. Масло слить. Но это у нас после обкатки сейчас как бы, а так в целом на сезон залил и все, да? 10 часов. Нет, после обкатки. Да, они сказали, что 10 часов это на весь сезон. Ну, типа раз в год меняешь. Угу. Ну, не знаю, насколько это. Давайте будем сейчас. Вот так вот выглядит. Там 2 винта, да? Да, там турбоимпеллер и обычный импеллер. Турбоимпеллер, он как на этих квадроциклы есть же у нас. У них такие маленькие. Гидроциклы. Да, гидроциклы. И у них такие маленькие, они как гоночные. И вот Мгм. они его поставили для чего? Для того, чтобы не было вот прохватов, как я понял. Ну, не знаю. Ну, прохватов не было. Вообще Не было нигде, ни разу? Вообще ни разу нигде. Хоть на реке, хоть здесь, вот сколько мы прошли, ни одного прохвата не было. Получается, турбо нагнетает и уже потом основной работает, да? Мгм. И тяжелее по сравнению с обычной улиткой на 10 килограмм, да? Ну, у него вес заводской, там сколько? 40 с лишним килограмм. Вот такого размера она по сравнению с мотором. Нам с собой даже дали инструкцию по установке и по всем этим распечатали ребята. Полная схема. Требуется для замены вот такой вот специальный шприц. Ага. Он идет в комплекте, да? Нет, это я купил А, отдельно? чтобы менять масло.
Сейчас будем смотреть. Так, и перейдем к сороковке со стандартным водометом. Шприцевать будешь, да? А, уже сделал? Угу. Классика. Докуда дошел ты? Я только дошел до этой решетки. Мы, может, взглянем? А, но все равно же, блин, я заколотил ее, смотри. А надо же ее вытащить. А, точно. Не, ну там может, если вот эту мы сейчас вытащим, И... не даст. Не. Мы же взяли и этим же отверткой затопорили. Так, у нас Все. остановка у нас достаточно такая продолжительная получилась. А, но она почти хватила. Стало немного жарко. Сейчас Почти хватило. Только вот как ее зараза вытащить? нужно охладиться. Так, ну что, если на ходу, в принципе, все терпимо, как бы, несмотря на то, что раннее утро, сейчас 8:30, вот, все-таки вот на большой стоянке немного жарковато, поэтому сейчас немного откроем купальный сезон. Течение мощное. Сейчас как поплавок туда. Ой. Давай, дай пускай. Все, прощай, Руслан. Прощай, говорю. Часы. Не до конца манжет стоит. Так, все со мной в порядке, никуда не внесло. Вот совсем другое дело. Сразу как будто в кондиционер, в помещение с кондиционером зашел. Единственное, манжет уже был не до конца закрыл. Чуть-чуть попало воды. Из-за часов. Не, вот. Надо вот эти вытащить. Вот эти? Да, которые, потому что штырь выбился, видишь, насколько? Вот, сначала вот с этих попробовал. Ну, первый лучше. Первый вот этот. А насколько широкие? Ой, какие широкие-то. Да, они широкие очень. Себе. Не как на тех. Ага. Я вот сейчас... А вот этот, если твою вот эту отвертку развернуть там внутри. Вот. О, пошел. Все, вот. Хотя бы одну, а там уже. Там уже можно ставить что-то в виде рычага. Все. Ну вот это уже поинтереснее будет. Так, теперь Так. так. Не, вот, Еще одну надо, да? Или поменьше ключик. не, давай вот это так же выбьем. Так же. И потом уже до нее добираться. Я уже вот, я просто Вышел. переживаю, начинаю вот за вот эту часть. А, ну мы потихоньку ты вообще. Да. Не это. Чуть-чуть Форсируй. Вот. Смотри, пошло. Если я хочу вот туда идти, я хочу хотя бы по силовому элементу. Так. Ага. Но все равно, видишь, и она получается, что Что там не крутится, да? Нет, я думаю, что, наверное, все-таки вращается. А, что-то есть такое. То есть, когда они отпали, вот, все, докуда дошел, да? Штырь дальше не вышел. Нет, не вышел. Не хватит? А, Штырь не вышел. Нет, Последний вот этот штырь. и вот сюда включи, ага. И стоп. Давай. Ого. Вышел? Да. Есть. Давай вот этот, Егорыч. Все, хватает нам, Егорыч. Все, не вытаскивай больше. верхний. Давайте, Егорыч, вот этот еще вверх. Тихо, пальчик. А сейчас уже, мне кажется, уже так. Все, нам достаточно. Так, ну теперь Мне кажется, смотрим. все, давай же, как, чтобы тебе удобнее было.
Теперь роскошно. Так, Это сливная, да? да, и это, может быть, мне кажется, вот это заглушка какая-то, а там, может, какой-то болтик, понимаешь? Мгм. Я хотя смотрел вот эту замену, но там ничего, типа пробка. Что за пробка? Сейчас будем смотреть, пробую. А через верхнее вот это вот отверстие? Ну, видишь, что-то же шевелится. Я чуть не увидел, чтобы... Чуть-чуть. Вот, видишь, шевелится. Для подшипника водяной колесо. Ага. Смотри, видишь, какой? Ага. Круглозуб. Потом можно будет попробовать только вот такие вот угловые. Жесть. Оу, И тоже потоньше. смотри, оп, Оп! она пластмассовая. А, не тонет. Такая большая, как пробка. Смотри, какая Все, вытащил. пробище. Мгм. Вот так, да? Захватил. И как? Нет, вот так, просто поддел. вот так поддел. И И так, вытащил. Ага. ну вот он, видишь. Болт. Ага, болт. А, ну на излом было бы сложно вытащить. Надо именно под этот, в это отверстие, короче, что-то подсунуть. Смотри, здесь шестигранник, да? А вот в зипе нету шестигранника. Сыгранник, смотри. Заливать через низ, чтобы она... Ну ты в редукторе масла как Да, меняешь? точно таким же макаром. Да, также через низ, и пока воздух оттуда. Создаешь герметичность и надавливаешь. А сколько объем внутри? Тоже не сказали. Тоже нет информации. И там, и- Вот тогда нужно, подожди, с этим маслом поосторожнее сливать сейчас. ну, у нас вот масло, я целый литр взял. Ну, я сомневаюсь, что здесь литр. А вдруг 2. Побольше. Да, не, конечно, не знаю. М? Я... Ну-ка, там инструкция, где у нас инструкция? Там же в инструкции должно быть. Вон она, быть. Я- под сумкой. Кстати, я инструкцию эту не читал. Как всегда, да? Да, как всегда. Удалось ли нам в полевых условиях заменить масло в редукторе прямоточного водомета, а также продолжение нашего путешествия, смотрите в следующем выпуске передачи «Испытано на себе» на канале Якутия 24.